Я расписала петушков, очень красивых. Конечно же, ни один петушок не продался, и я все их раздарила. Там у нас есть гараж и маленькая комнатка. Мы его оборудовали с мужем как мастерскую. И бегали мои тут же дети. Я тут же бегала домой, готовила, занималась домашними делами, выходила для отдыха, так сказать, в свою мастерскую самодельную и расписывала. В каждой якутской семье есть сувенир или посуда от компании «Камелек». И когда у нас стоит вопрос сделать подарок значимому гостю на юбилей, на свадьбу, на новоселье, мы с вами идем в магазин «Камелек». И сегодняшний наш герой, основатель торгово-производственной компании «Камелек» Ольга Григорьева. Мы с вами узнаем, что стоит за созданием одного из самых известных наших национальных брендов Якутии. Ольга, спасибо, что выкроила в своем плотном графике и согласилась с нами побеседовать. Расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Привет, Маша. Спасибо, что пришли. Но мы сегодня находимся в святая святых нашей организации, компании «Камелек». Здесь творчество царит, и это наш производственный цех компании «Камелек». Далеко находится, но здесь работают преданные своему делу люди, талантливые мастера, ну и из рук которых выходит наша посуда якутская. Ну, я удивилась, друзья, да, и мы это обязательно покажем. Оказывается, это ручной труд, да, то есть каждый узор, каждая посуда – это творчество одного человека, да, получается, да? Да, да, это все делается вручную. Многие мне тоже говорят, да ты там из Китая заказываешь, тебе же все готовое приходит, да? Реально же люди так думают? Да, и когда они приходят сюда, мы, да, часто проводим экскурсии, дети к нам приходят, мы сейчас стали со школами работать, да, мастер-классы проводим. И они говорят, да, действительно, это ручной труд, и каждая посуда, каждая ложечка, каждая пиалушка проходит через руки мастера. Потом еще идет цикл обжига, потом идет цикл, ну, отдел качества смотрит, ну и, конечно, упаковка тоже очень такие длинные процессы. Поэтому, когда посуда выходит, ну, допустим, с гончарного круга, переходит там на глазурирование, потом приходит в руки мастера для того, чтобы их расписали. Каждую посуду трогают по несколько человек. Поэтому нельзя думать о том, что посуда – это вот какая-то машина, автоматика делает, все в ручном виде делается. Да, это техника деколи. Это мы немножко ускорили процесс, чтобы, как говорится, не все вручную делать. Это же насколько монотонный труд, да, и медленный. А так мы ускорили. Вот это мы, конечно, сначала расписали, потом перевели на вектор. И теперь мы производим вот такие деколи, которые мастер вот по макету уже наносит на посуду. И получается вот как бы ровно, одинаково. Ну, и эта техника применяется во всех фабриках, заводах, да? Но это все равно же ручная работа. Это ручная. Видишь, человек да. Каждый режет, да, клеит. Он должен, как говорится, все сделать так, чтобы было аккуратно, красиво. А вот это, допустим, ручная работа. Тут видно след кистей художника. Это ручная роспись. Сегодня Маргарита нету, но она вот на ее столе стоят ее вчерашняя, допустим, работа. Это вчерашняя работа одного мастера, да? Одного мастера. Человек может сделать в день вот столько чашек, допустим. Ага, да. И тут роспись, да? Вот наставник, старший в нашей мастерской Альбина Спиридоновна. Альбина Спиридоновна? Ага. Сколько лет Альбина Спиридоновна в Камельке? Это 17. 17 лет. Уже со 2-го года вот она. Да, пришла. со 2-го года. Ага, моя невестка. Вот и семейность, да? Вот и семейность. Вот смотрите, да, тут у нас идет ручная роспись. Сардана наша вот расписывает. Вот ее работа, конечно, уникальная.
И у меня как бы счастье, что я ее одно время обучала сама, да, Сардана? Она обучение проходила у меня. Ну, у нее свой почерк, у меня другой. Но со временем мастер уже как бы свой путь выбирает. И она работает без карандаша, без определенных каких-то эскизов. Да? Это получается, каждая практически тарелка будет со своим, ну, эксклюзивной, да? Да, это эксклюзивные тарелки. У нас таких, как говорится, сервизов определенных очень много. Сардана, наверное, и не припомнит, да, сколько сервизов с различными эксклюзивными рисунками она сделала. Это все, наверное, в семьях Якутии или России. Да. Вот, поэтому... Я, вот честно говорю, вообще в шоке того, что здесь я сегодня увидела. Ну и наносим такую золотую надпись, да? Ну вот эти чороны, надписи и в магазинах же можно заказать, да? Ага, то есть я покупаю чорон и заказываю, чтобы... А ты закажешь, а он же все равно сюда обратно придет, чтобы зайти на обжиг. Это вот... Пойдемте посмотрим обжиг. Это вот настоящее золото. Вот ты золото носишь, а это тоже золото, но в жидком виде, сусальное золото. И оно, когда заходит, ну, как бы оно жидкое, а потом заходит в печь, и оно становится золотом. Да, ну и самый, конечно, главный вопрос, вообще хочется узнать историю создания камелька. Ага, вот как создавалась такой один из самых значимых брендов нашей республики, какие были такие ключевые шаги, какие были выходы из зоны комфорта, да, какой был самый большой кредит, да, то есть вот расскажи, пожалуйста, поделись. Наш путь составляет 18 лет. В этом году нам 18 лет было, но мы его еще не отметили, будем отмечать, когда мы откроем свой следующий магазин, и это будет в ноябре, и как раз наша передача, наверное, выйдет в то время. Вот. А начиналось все, вот как не парадоксально было, с гаража. С гаража. И меня успокаивает тот факт, то, что самые великие люди все-таки начинали с гаража, да? Как Apple, да? Да, поэтому вот маленький гаражик по Сергелявскому шоссе. Кстати, ты моя соседка, да. Там у нас есть гараж и маленькая комнатка. Мы его оборудовали с мужем как мастерскую. Я была вначале одна, потом я позвала своих подруг, которые хотели бы работать, расписывать, ну, талантливых, да. Вот. И сначала один стол, потом 2 стола, 3 стола. И, конечно же, это был такой год трудный для нашей семьи, когда у нас, ну, был такой период, когда я вынуждена была сидеть дома на карантине. Это, ну, где-то на 3-5 лет. Поэтому я решила чем-то себя успокоить, занять. И муж предложил, почему бы тебе не заняться творчеством, и, возможно, это превратится в бизнес. Да? Ну, о бизнесе я тогда еще не думала. Ну, сейчас с сыном все хорошо, слава богу. Это да, вот история студент. с сыным, да? Да. Так, когда у него же... С лейкозом, да, мы лежали в больнице. Вот, и... Это, и получается, это был вынужденный карантин, когда вынужденный карантин. Ты ушла со своей работы, да, и уже села... Да. Ну, как на карантин дома, да? Да, в то время у нас в республике была одна компания, и сейчас она очень хорошо работает. Я очень благодарна Поповой Софье Трофимовне. И вот там я обучилась азам вот нашего ремесла, да, мы с ней очень хорошо дружим, общаемся. И, конечно же, вот именно росписи по фарфору меня обучила Маргарита Уварова, тоже о ней очень, ну, я ей очень благодарна за то, что она меня обучила, передала свои знания. Конечно, у меня не было тогда образования, да, такого, чтобы взять и стать художником по росписи, керамики. У меня образование культурологическое. Я сама преподаватель культур народов Якутии, культуролог, закончила наш университет якутский, тогда не СВФУ, а ЕГУ,
был, да, и те знания культурологические я уже как бы своей альма-матер сейчас, наверное, плачу долг тем, что возрождаю якутскую посуду, возрождаю традиции наши, вот. Ну и тогда вот сам, наверное, Бог так распорядился, что я начала заниматься вот посудой, да. Вот в этом гараже? Да, вот в этом гараже мы с мужем закупили тарелки в магазине, чашечки какие-то незамысловатые, заказали в крупных заводах России какие-то краски. Ну и, конечно же, самое главное в нашем деле это печи муфельные, потому что посуду нужно обжигать. Не боги, как говорится, горшки обжигают. Вот, поэтому вот первая инвестиция, которая была у меня тогда, это, наверное, была помощь моего отца, его отпускные деньги. Вот, 30 тысяч он мне выделил. На эти деньги мы заказали в Костромской области печку муфельную. Она была маленькая, кустарного производства. И эта печка, конечно же, нас, наверное, кормила лет 5. Лет 5, да? Вот, тогда муж еще не был предпринимателем, у нас 2 детей, я вынуждена сидеть дома. Ну, в начале мои тарелки, я помню их, это были петушки, потому что наступал год петуха, наверное, ноябрь месяц также был, да, и мы готовились к Новому году, и я расписала петушков, очень красивых. И, конечно же, ни один петушок не продался, и я все их раздарила. Это, наверное, где-то было 10-20, да, тарелочек. Вот. И радость в том, что они сейчас висят у моих сестер, подруг, которым я их дарила. Это первые тарелки, да? Это первые тарелки, которые вышли из-под моего, из той печи. Пера, да, из той печи. Ну и пока не пришла моя печка, я еще обжигала в других местах. У нас были другие предприятия, которые расписывали также. Это была компания «Блик». Я туда ездила со своими ящиками и обжигала. Вот. И потом уже пришла идея заняться якутской посудой, потому что, вы знаете, этот процесс, он очень, такой творческий. Когда человек расписывает или наносит деколь на посуду, это очень успокаивает. Это как бы, как называется, не мантра, а в общем, своего рода такая, да? Как называется это? Медитация, да. Медитация, вот именно, да. И запах красок надглазурных, запах скипидара, оно тоже дает свое вот это вот успокоение, да. И когда я захожу в мастерскую нашу, здесь у нас пахнет, ты, наверное, ощутила специфически, да, это запах красок. И вот этот запах меня, конечно, очень успокаивает. И бегали мои тут же дети. Я тут же бегала домой, готовила, занималась домашними делами, выходила для отдыха, так сказать, в свою мастерскую самодельную и расписывала. Добрый день! С вами Алмаз Кредит Сервис, финансовый партнер подкаста. Спешим сообщить вам радостную новость. У нас появилась новая программа займов «Ракета» для индивидуальных предпринимателей. Всего по 2 документам вы можете получить от 1 до 3 миллионов рублей. Также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей у нас есть разные программы займов для бизнеса от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Оставляйте заявку по ссылке в описании или приходите к нам в офис на Дзержинского, 11. А вот получается, первая партия тарелок не получилось продать, да? Потом откуда взялась силы, да, и взялись вот на следующий шаг? Что было следующим шагом ключевым, который опорой для коммерции стало?
Вот я сейчас говорю, да, молодым предпринимателям, главное вдохновение, главное любить свое дело, то дело, которым ты занимаешься, да, когда есть любовь, понимание, тогда у человека есть желание идти дальше. Вот. И, конечно же, мне процесс сам нравился. Я уже не представляла себе без этого занятия, да, себя. Хотя я думала о том, как бы, ну, наверное, найти работу в школе или там где-то преподавать. Но уже вот к тому времени это желание уже ушло, да. И уже понимая то, что это будет дело моей жизни, вспоминая то, что как мы расписывали с мамой в детстве, также вот чашки, да, акварельными красками, потом их покрывали лаком для пола, ну, сверху, да. Это даже было в детстве, Это да? было в детстве, и я как бы, ну, какой-то был знак, да. И, конечно же, мне это очень хорошо зашло. Все-таки я знаю традиции, я интересуюсь фольклором. Узоры, да, опять-таки вот эти все сакральные, они имеют такую силу, тебе дают. И когда ты расписываешь какие-то вещи, там само благословление, да, какое-то идет, когда пишешь какие-то благопожелания. И к тому времени уже, наверное, пошли заказы от моих близких и друзей. Вот. Самое главное, те, которые меня окрыляли, да, тогда давали вдохновение идти дальше. Да, вот действительно, как красиво, давай работай дальше, мы будем у тебя покупать. Это получается, первые покупатели – это близкий круг? Да, близкий круг людей, это мои родственники, подруги, друзья. Ну а самый, наверное, первый заказ я получила, угадай, от кого? От крупной компании в нашей республике, от компании «Алроса». «Алроса»? Да. Вот, и я прям, конечно же, было волнение, что же подарить. Близился уже месяц март, и у них, ну, появился запрос, что подарить женщинам своим, да. Конечно, количество было небольшое. И я, наверное, сделала тогда все, чтобы, ну, быть представительным, да, чтобы мои подарки выглядели, во-первых, эксклюзивно, во-вторых, чтобы у них была определенная хорошая упаковка, как для подарка. И это было для меня неким позывом, призывом к тому, чтобы быть на уровне. Это такой первый большой коммерческий заказ. Да, был, коммерческий да? заказ. И к тому времени это был 2006 год, и это был март месяц, но у меня еще не было названия, не было упаковки. И, конечно же, самое трудное то, что вот где упаковать посуду, да? Это были чайные пары. У меня есть краски, у меня есть руки, у меня есть обжигательная печь. Ну что еще нужно? А оказывается, нужно забрендироваться, нужно преподать себя, чтобы крупная компания тебя все-таки приняла за определенного хорошего бизнесмена, что может предоставить определенный хороший продукт. Ну и хорошо, что к тому времени у меня уже был зарегистрирован ИП, да, я могла уже работать по расчетному счету. Это были мои первые шаги в мир бизнеса. И, конечно, я была сама себе и бухгалтером, и маркетологом, и мастером по росписи, и владельцем. И, конечно же, то, что я все это сама прошла, это дало мне, конечно же, большой опыт. Да. Какая была сумма первого заказа коммерческого? Ой, про сумму не скажу, да, но я помню, что это было 50 штук подарков. 50 подарков, и я его сделала на ура, очень всем понравилось. Как упаковала? Я купила в магазинах такие круглые, на тот момент, есть, до сих пор есть вот такие круглые коробочки, да, они были очень дорогие. Конечно, я, наверное, осталась без прибыли. Определенную стоимость, допустим, составляла сама посуда, а большую часть, наверное, составляла упаковка. Вот. Но, тем не менее, это был мой первый заказ, и я его помню. Вот насчет суммы я не могу сказать. Вот. И тогда я нацеленно решилась заказать мои чороны.
Я его уже, ну, как бы, уже у меня были макеты, сделанные из дерева, да. Я его решила заказать во Владивостокском фарфоровом заводе. Опять-таки заказала всего 30 штук, да, такие маленькие объемы. Я когда сейчас вспоминаю, конечно же, ну, и смешно, и грустно, но... Сама полетела или как вот, какой был процесс? Все по телефону. По телефону? По телефону. И у нас был тогда туристическая фирма, ну, не назову какая. Я вот через них заказала, они съездили, забрали, отправили. И помню, была зима, и я получаю свой заказ, я получаю его в мешке, ну, куль такой, мешок белый, да. И там в коробке моя посуда. И она, конечно же, вся пришла разбитая. Вот это был мой первый опыт работы с крупными заводами. И уже в начале нашего разговора я чувствую вот эту такую преданность своему делу, да. Первые тарелки, которые не проданы, петушки. Да. Первый большой коммерческий заказ, который практически в ноль сработано, да, потому что, если не в минус, потому что упаковка дорогая. Ага. Третий, когда чароны получаешь разбитыми, но все-таки вот есть сила, которая движет вперед, да, и все время не останавливаясь. Вот откуда берешь эту силу? Ну, что двигало? Опять-таки скажу, что это любовь к своему занятию. Мне безумно это нравилось и нравится до сих пор. Я все время мечтаю сюда прийти и сесть с девчонками и что-нибудь порисовать. Ну, пока не получается, да, но я все равно буду это делать. Тем не менее, я тогда еще сидела вот так с телефоном. Знаешь почему? Мы же на карантине. У нас своя такая ассоциация. Тогда мы называли его родком, но сегодня это была такая супер команда родителей, да, объединенных под благотворительным фондом «Праздник жизни». Алена Николаевна Атласова тогда нас объединила и дала крылья нашим детям. Занимались реабилитацией наших детей, да. Дети уже находятся в ремиссии, в хорошей, и как бы есть силы заниматься любимым делом. И я была председателем родительского комитета. И тогда, наверное, началась моя общественная деятельность. Тот телефон, который у меня сегодня, это тот номер, очень хороший, ну, с номером МТС, очень хорошим, который передала мне Алена Николаевна, да. И этот номер телефона, он оплачивался фондом, и я все время была на телефоне. Я разговаривала с родителями о наших делах, о детях. Я должна была это делать, ну, как бы быть в общении, да, о наших мероприятиях. И я помню, что у нас в списке детей и родителей, ну, как бы детей составлял 84 человека. И вот с этими родителями я постоянно держала связь, общалась. И, конечно же, наверное, еще и это придавало силы, что я полезна, сидя и работая вот в таком качестве. Вот. Ну и уже начинаешь после таких попыток, ну, такого пути, думать как бы рациональнее, ну, как бы начать уже свой бизнес наконец, да, и мы решаем с моим мужем ехать в Китай, в Поднебесную, зная то, что только там изготавливают качественный, хороший фарфор, там есть целые деревни фарфора, да, города фарфора. И, конечно же, за столетия они добились такого уровня мастерства, который мы в Якутии еще, наверное, не добьемся лет, не знаю, десятки лет. Вот. И к тому времени, вот ты спрашиваешь, как ты уже назвала, вот как название, да, как корабль назовешь, так и оно и поплывет. Я тогда знала, я перетасовала какие-то названия, как «Саха-сувенир». Я вот рисовала карандашом, да, «Саха-сувенир», и он как-то вот взлетает, там птица. Вот. К тому времени со мной работала Лира Алексеева, тоже очень хороший, талантливый художник. Привет, Лира, если ты меня слышишь, я тебе очень благодарна за то, что мы вместе с тобой придумали слово, ну как придумали, нашли название нашему детищу, это вот камелек, да? Камелек – это
символ домашнего очага. От него исходит такое тепло, да, такая женская энергетика, что я правильно сделала, что мы, в принципе, решили назвать нашу компанию «Камельком». То есть уже появился сотрудник, да? Вот там. Да, к тому времени нас уже было 3 человека. Шеломова Италина, Алексеева Лира. Это первые... Это первые мои подруги, которые мне помогали вот тогда, да. И этот период я вспоминаю с теплотой очень, потому что это были первые шаги и в бизнес, и в мир творчества, ну и вообще в начало, да, нашей деятельности. И они мне помогали и своим опытом, подсказками, советами, потому что каждая из них, они талантливые художники. А я не профессиональный художник, я просто люблю с детства рисовать, и, в принципе, это у меня неплохо получалось. Вот. И на основе этого я, наверное, и создала свою компанию. И Лира вот на таких бумагах А4 принесла очень много эскизов с утра. Да, вот мы давай назовем как-то вот нужно. И она приносит столько много эскизов карандашных, и мы выбираем, да, то, что вот так у нас будет выглядеть. И она у нас выглядела вот как печка камелек, от него исходят лучи. Я потом как-то покажу, да, его. И, кстати, мы в этом году его возобновили. Сколько у нас ребрендингов было, но тот был самый вот такой душевный, настоящий. И мы не где-то вот это вот заказывали каким-то компаниям, да, это шло вот от всей души, да, от наших кистей, как говорится. И вот название уже мы зарегистрировали. Даже вот через год уже на товарный знак подали, и он уже вот нас сопровождает. Поэтому название очень хорошее, теплое, может быть и маленькое. Сахасувенир, допустим, очень широкое, да, это якутский сувенир. А у нас именно то, что это посуда, это женщина, это мать и семейный очаг, да, это вот главное кредо нашей компании. Мы дарим тепло, мы дарим радость, и это все, конечно, исходит от печки «Камелек», кстати, которая дала жизнь нашей северной цивилизации, да, которая нас спасла. Несмотря на то, что он очень примитивен, быстро загорается, быстро потухает, да, она все-таки наш народ привела вот по сегодняшнему. Сохранила, да. А тут сердце, как говорится, нашего цеха, тут происходит обжиг, да, и Кирилл Петров также мой брат. Брат? Троюродный брат, и вот он занимается тем, что у нас начальник обжигательного цеха, и все через его руки проходит вот через эти печки, и качество он смотрит, поэтому мы доверяем ему вот тоже сколько лет, да, свою самую. То есть, получается, посуда сначала расписывается, потом заходит сюда. В обжигательную, становится в очередь. Иногда бывает так, что у нас на полу даже выстраиваются они в очередь, чтобы зайти. Это суточная работа, и каждый день вот, или в магазин, или на склад, или там к заказчикам это все уходит. А вообще были ли самые жесткие выходы из зоны комфорта? Конечно, были. Я тут, позвольте, покажу, да? Вот даже то, что я сказала, если есть фарфоровая посуда, почему бы нам стеклянную посуду не, как говорится, деколировать и не придавать им национальный вид? Тут, конечно, фарфор – это не наше производство, мы стекло здесь не производим, стекло производится из песка, да, но быть в тренде, то, что я сказала, улавливать это все, да, и стараться делать так, чтобы быть в первом своей нише, ставить цели, это, конечно, дает нам идти вперед. А на твой вопрос? Самые такие жесткие выходы из зоны комфорта какие были? Ты знаешь, у меня лично был период, когда я одевала на босу ногу обувь зимнюю. У тебя были такие моменты, когда гардероб у тебя на 2-м этаже, и ты должна бежать, не теряя ни минуты. То есть и мы вот с сестрами, шутя, называем это период босых ног. Период босых ног – это про то, что не успевать? Не успевать. Ну, просто ты для себя можешь
ничего не делать, а заниматься вот ты расписываешь, ты отвозишь, ты везде должен успеть. И готовить и еду. готовить. И было время, такие времена босых ног, да, я так делала, да, когда я была за всех сама. Вот это было трудное такое время. Ну а выход из зоны комфорта, когда ты что-то начинаешь новое делать. И выход из зоны комфорта, когда ты идешь разговаривать с незнакомым тебе человеком, как бы настроить его на свою сторону, да? Наверное, вот, или там пойти на какое-то выступление, опять-таки, да? Это же все выходы из комфорта, которые тебя на определенный высокий путь ставят. И ты так идешь по лесенке. Не бывает так, что ты достигаешь успеха, не выходя из зоны комфорта. Наверное, так скажу. Буквально в апреле месяце мы с вами снимали наш с вами первый подкаст именно в этом офисе. Тогда у Тум Плюс не было такой услуги юридических консультаций для предпринимателей. Сегодня время очень быстро меняется, и сейчас у Тум Плюс расширяется, и у него появилось новое направление Тум Плюс Консалт. Предоставление юридических услуг. Давайте познакомимся и узнаем, с какими же услугами вы можете к ним обратиться. Ребята, расскажите, чем вы занимаетесь, какими услугами к вам могут обратиться предприниматели. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся юридическим сопровождением бизнеса. Это предприниматели, малый и средний бизнес. И также мы сопровождением услуг занимаемся и для граждан тоже по недвижимости. К нам могут обратиться предприниматели с вопросами корпоративного права. Корпоративное право включает в себя это работа с контрагентами, это любые взаимоотношения с вашими возможными клиентами, поставщиками. По этим вопросам, то есть составление договоров, проверка контрагентов, чистоты сделки. Все это вы можете по этим вопросам обратиться к нам. Помимо этого, мы занимаемся также и трудовыми спорами, занимаемся налоговыми спорами. Если у вас будут какие-либо вопросы в плане налогов, можете обратиться также к нам. И также основным нашим направлением является, конечно же, недвижимость. Это наша сильная сторона. Мы занимаемся инвестиционными проектами. То есть мы можем оценить приобретение недвижимости с целью инвестиций. То есть можем оценить, насколько будет тут развиваться, не развиваться город. То есть это полностью изучение, можно сказать, даже рынка и градостроительной документации с целью выявления наиболее выгодного использования этого проекта. И мы сопровождаем такие проекты от 0 до и под ключ. Этими вопросами мы занимаемся уже давно. У нас опыт работы в сфере недвижимости более 10 лет. И на примере группы компании Тум Плюс можно сказать, что мы этим занимаемся довольно успешно. Да, ой, классно. Еще вы сказали, что вы также можете, к вам можно обратиться, когда правоохранительные органы, да, то есть и надзорные органы пишут, да, то есть по таким вопросам тоже к вам можно обратиться. Да, конечно, основная наша миссия – это поднятие правовой осознанности предпринимателей и граждан. В случае, если какие-то есть обращения, да, от надзорных органов, прокуратуры, мы хотим, чтобы люди понимали свои права, чтобы они могли себя защитить в случае чего. И это основная наша миссия, помимо того, что мы оказываем услуги качественно на основе очень большой, хорошей экспертизы правовой. И здесь у меня такой вопрос. Что тогда сейчас есть Камелек, да, через 18 лет, цифра? Сколько сотрудников, сколько магазинов, какой оборот? Да, вот та история, которая началась когда-то на карантине, да, в гараже у себя дома. Да, вот что сейчас Камелек?
Камелек – это также семья. У нас семейная компания, все сотрудники, которые у нас работают, мы уже как семья. У нас работает 46 человек. 46. Ага. У нас на сегодня 2 магазина. Ну, было, конечно, и 8 магазинов, но... И 12, я считала. Да, и 12 было, но это было тогдашнее время, но и времена пандемии, трудные времена, конечно, нас немножко подкосили, но в сумме, как в росте, мы все-таки вышли, потому что существуют онлайн-продажи, жизнь меняется. Мы сегодня должны подстраиваться под определенные изменения, и у нас это получается. Пришли очень хорошие, талантливые руководители. От руководителей очень много зависит, да, когда ты можешь быть свободна и помогать большему количеству людей, это главное. А бизнес, если он есть сотрудники, предоставление рабочих мест, социальные гарантии, ну и, конечно, есть над чем работать, есть, допустим, склады, творчество, люди. То есть производственный цех есть, да? Производственный цех. 2 магазина. Ну вот мы называем это фарфоровый цех. У нас еще есть гончарный цех. Он гончарный цех. Да, в городе. Вот, а это находится вот в отдаленности, потому что все-таки тут есть и печи, и как бы это, да, производство все равно должно находиться за городом. В гончарном цеху у нас 4 сотрудника, но мы там больше проводим мастер-классы. Ну и, конечно же, со времен пандемии освоили керамическое производство от нуля. Девочки наши до сих пор ездят, учатся. Вот недавно они приехали также с учебы. Кристина Яковлева, также моя двоюродная сестра, которой я очень доверяю. И она вот сейчас ставит на ноги вот наш гончарный цех. Фарфоровый цех, гончарный цех, 2 магазина, 46 сотрудников. Офис в центре города, да, и у нас появится сейчас в квартале труда, в очень модном нашем пространстве будет 2 помещения, да, в одном будут мастер-классы. Я, кстати, там уже буду находиться. Ну и мы сейчас 2 направления еще открываем, кроме вот гончарного. Это Алтан Арт, который уже полюбился многим нашей прекрасной половине. Да, это украшения из латуни. Как раз смотрю, да, серьги. И вот то, что я вот сегодня тоже ношу, это также продукция компании «Этностиль», которая производит одежду в якутском стиле, но это больше деловая одежда, повседневная, да, мы хотим вот в этом сегменте тоже себя попробовать. Вот. Ну и самое главное, это, конечно же, посуда, это семья, и вот эта мастерская производственная, которую, кстати, построил также мой муж своими руками. Внизу это его вотчина, там у него грузовые автомобили, он занимается грузоперевозками. И вот так мы соседствуем. То есть получается практически семейный бизнес, да? Семейный бизнес. И у нас, мы посчитали, работает порядка 12 моих родственников. И когда мне говорят, как ты работаешь со своими родственниками, и вообще нельзя с родственниками работать, я рассею этот миф, с родственниками можно работать, нужно работать, и это получается очень даже хороший тандем. И я поняла одну вещь еще, то, что идет вот как бы европейская, наверное, также пропаганда, то, что нельзя, да, а на самом-то деле, если Европу посмотреть, да, Рокфеллеров тех же самых, да, везде процветают семейные бизнесы. Клановость, да? Вот клановость. А у нас вот как-то сделали так, чтобы в России это считалось кумовством, да, возможно, или там, не знаю, ну, вот это у нас не приветствуется или там пропагандируется так, что нельзя. А я говорю, что можно и нужно. А какой оборот, можем говорить?
Ну, я не думаю, что я кого-то удивлю или как-то скажу, что мы слишком такие, ну, глядя на наши цены, иногда говорят, что у вас очень дорого. Не скажу, что это прибыльный бизнес, это больше, наверное, творчество, это социальная составляющая, это нужное дело, это патриотическое дело, да, которому я верна, и то, что меня вдохновляет на сегодня, это то, что я возрождаю традиции. Поэтому лучше не буду озвучивать цифру, да, но мы идем в рост, это точно, это мы видим, знаем. И на данном этапе мы планируем выйти уже на другие регионы. Сейчас у нас уже поступают некие такие заказы хорошие, да, поэтому мы должны сейчас наладить здесь производство так, чтобы оно как часовой механизм сам работал, больше, ну, такого местного труда, рабочей силы, чтобы люди могли наслаждаться эксклюзивом. Потому что если выходить на новые уровни, новые рынки, мы думаем, что это будет все-таки, ну, готовая продукция, да, которая будет поставляться в крупные магазины. И все-таки наша родина, она здесь, мы будем больше здесь предоставлять ручную, именно вот расписную посуду, да. А то, что, например, сегодня с нас запрашивают, ну, крупные компании, да, с России, потому что таких компаний практически нету, тех, которые занимаются в этно-стиле, да, допустим, который у нас на сегодня в России становится очень модной. Там уже другие объемы, другие запросы. Это получается самый такой основной продукт, да, который вообще появился первым. Да. Это чашки. Вот смотрите, те, которые пришли разбиты. Самый первый наш чурон, вот он, да, чурон. Мы по номерам их сейчас уже по артикулам. Номер 12, это значит 12 сантиметров. И вот это я форму сама разрабатывала, он у нас вот такой, да. И вот с тех пор очень много разной формы чуронов мы изготовили. Но вот самый первый. А вот самые-самые первые чашки. Это вообще маски, да. Подарки, да? Это вот в форме чурона также сделано, да. А самый первый год, я вот, помнишь, говорила тебе о том, что где я начала продавать. Вообще, да? где появился первая витрина? Вот это вторая как бы святая святых, где мы встречаем наших покупателей. А первым человеком, который мне помог в реализации моего товара, да, скажем так, стал опять-таки Иван, оптимист. Мы его снимали? Иван Васильевич, вы его снимали, да, тоже я видела. И вот как раз-таки я ему тут также очень благодарна его сестре Катерине. У нее был чайный магазин «Чайная роза». Я тогда еще так подошла к ней, да, спрашиваю, можно ли у вас продавать мою продукцию, у меня есть такие-то чашки, можно я у вас их поставлю? Покажи, какие. Я показала, и она с радостью взяла. И таким образом, первый магазин, где стояла наша продукция, это также магазин «Оптимист». Да? Потом, конечно же, Кудай-Бахсе, наши магазины. Да? А самый первый свой магазин когда? Самый первый магазин я открыла в 2008 году на Крестьянском рынке. Это вот намоленное наше место, где вот первый свой магазин мы открыли между лестницами. Тут я хочу поблагодарить также моего друга Антошку, теперь Антона Анатольевича, который первым мне сказал, почему у тебя нет своего магазина, давай откроем его на Крестьянском рынке. Он тогда там работал. И есть же там между лестницами, сейчас там ничего нету, а раньше там стеклянный павильон стоял, он сам построил. И вот первый киоск мы там открыли, потом перешли в другое помещение. И вот первый старт у нас начался на Крестьянском рынке. И это сердце, я считаю, нашего города, где
и с Улусов, отовсюду приходят. И жители мы ходим, и гости. Поэтому, если кто-то начинает свой бизнес, можете там открыть. Это Крестьянский рынок или место. оптимист. Да, Или оптимист. Ребята, заметили, сколько благодарностей у Ольги, да, то есть, и я вот просто недавно про это читала, если у тебя большой список людей, которых ты благодаришь, это означает, что этот человек, у этого человека большой, бэкграунд, да, как в виде успеха, результатов, поэтому... Важно благодарить, да. Обязательно. Кристина тоже сестра Ольги, да? Ага, тоже сестра Ольги. Как мы сказали, в этой компании мы снимаем миф, что с родственниками нельзя работать, да? Очень даже можно. Еще Кристина же недавно приехала с Кирова, да? Да. Ага. Прошла двухнедельное обучение по технике литья. Технике литья, да? Угу. И вот получается, глина приходит на руки мастера, да? И вот создаются такие камелек, и потом все идет на печку. Сначала на обработку, художница, мастерица, там уже, да. А потом, то есть сначала мы основу делаем, потом ручная работа, узор, роспись, Да, текстурирование, нанесение узоров. Представляете, сколько труда в каждом сувенире, в каждой посуде. И потом уже цвета и цветы, это уже... Да, вот в печку также все загружается. И уже мы получаем... Проходит молоченый опыт, входят вот такие милые камелечки нашей глины. Символ якутской семьи. Да, символ якутской семьи. Мы всегда на связи, скоро откроемся в новом формате. Да? Что за новый формат? Что за новый формат? Давайте. Пойдемте. Ну тут у нас пока ремонт. Пока у нас здесь ремонт, и мы видим то, что здесь необычные цвета для нашей компании. Да? У нас обычно фирменные цвета. Последний ребрендинг у нас за 2019 год, и там преимущественно у нас бежевый, голубой цвет, да, цвет неба. А тут у нас прямо вот новые, да, все новое. И мы с этого года у нас коробки новые, и это новый ребрендинг. И в этом помогала нам ведущий наш дизайнер республики Туяра Терехова, с дружбой с которой тоже мы очень дорожим. Спасибо тебе, Туяра. И мы здесь прям другой магазин будет. И все последующие магазины, также если будут открываться, тоже в таком варианте будут. Может, кто-то подумает, что цвет Гуччи такой, да? Да, Нет, зеленый и красный. Испокон веков зеленый цвет – это якутский цвет. А потом красный. Всегда с красным у нас солнце обозначали. Кыгыл-күндицы. И черный цвет – это цвет земли, да, то, что мы работаем с землей, и зеленый – это зелень, наша природа. И все узоры, все оформление наших магазинов будет в таком цвете. Поэтому на открытие приходи, увидишь. Да, очень, знаешь, сразу ощущение Далбар-Хотун приходит, да? Ощущение Далбар-Хотун. Пальто, да? Да, вот это пальто приходит, да. Якутское. И у меня возникает вопрос, когда мы увидели производство, фарфоровое производство, гончарное производство, магазин, где в магазине очень много маркетинга с национальным уклоном, да, и все время еще сюда подъезжаем, и здесь ребрендинг, да, то есть камелек всегда в развитии. В движении, да. И когда мы говорим о том, что, если магазин, то это как бы все красиво должно быть, все представительно, все для людей, чтобы когда, приходя к нам, они видели нашу заботу о них, да, чтобы они видели красоту, получали красоту, дарили красоту и радость.
А что над этим стоит, вы сегодня уже увидели. Да? Вот, из куска глины у нас производится вещь, которую мы можем преподнести самым близким друзьям, гостям и вообще тому, кому мы хотим дарить радость. И работа предпринимателя, она такая, да, всегда быть в движении, всегда следить за трендами, ну и, конечно же, понимать, что то, что у тебя созрело в голове, как идея, не стоять на месте, а притворять в жизнь. Вот самое главное, потому что все зависит от тебя. Созидать, да? Ольга, спасибо большое, вдохновила нас, да, и мы на самом деле, оказывается, не знали, что стоит за брендом Камелек. И сегодня прошли этот путь, когда история в гараже реализовалась в один из самых известных наших национальных брендов. У меня вопрос, а есть еще такие аналоги в других республиках, нашей России? Вот, может, в Татарстане есть такая компания или где-то в Башкортостане? Ты знаешь, я объездила все страны, где может быть такое, да. В Татарстане точно нету. В Татарстане даже ремесленники, те, которые мы с ними обучались в Пензе, они говорили, что хорошо бы франшизу здесь вашу открыть, потому что у нас такого нет. Да, у них очень культура развита, у них есть пространство креативное. Но я там искала их посуду, сделанную в Татарстане, чтобы люди также сидели и вот так творили, да, не было. В Башкортостане тоже нету, а в Казахстане начали делать на манер нашей посуды, но они заказывают в готовом виде его, да, и их можно увидеть в магазинах, а своего такого производства я не видела. Наша землячка, также якутянка, работает так же, как и мы в Бурятии, и там тоже очень хороший бренд Домба в бурятском стиле уже работает. Уже как бы руками нашей землячки. Так что Якутия вперед, как говорится, впереди. Да. И в этом смысле вот именно в части самобытной культуры, развития и возрождения своей национальной, духовной, традиционной, материальной культуры, наша Якутия, она, конечно, может стать примером. И мы стараемся это показать, рассказать. И спасибо большое вам, Маша, Мария наша, за то, что вы продвигаете, пропагандируете именно предпринимательство. Это нужно показывать больше производственников, да? Тех, которые делают своими руками, возможно, что-то, да. Ну, все предприниматели, они достойны уважения, потому что они взяли на себя ответственность за сотрудников, за развитие своего бизнеса. Когда я говорю о сотрудниках, я говорю об их семьях. Поэтому развитие нашего региона также в наших руках, да, предпринимателей. Мы платим налоги здесь, мы создаем рабочие места, и это также ответственность. И, конечно, помнить о своей социальной ответственности, да, это тоже важно. Ну и вступайте в наши ряды предпринимателей. Пусть предпринимателей будет больше, и благодаря вашей передаче также они будут мотивироваться, да, люди открывать свои бизнесы. Вау! Спасибо, друзья, подписывайте, рекомендуйте. Мне кажется, у нас сегодня было очень интересное приключение производства Камелек.